В Якутии набирают обороты движение зеровейстеров. Это люди, стремящиеся минимизировать свои отходы. В преддверии праздников перед ними встает новая задача – рассказать населению о том, чем опасна праздничная упаковка и как с ней обращаться. О настоящих мусорных революционерах в сюжете с Рогаланы Неустроевой. Движение экоактивистов в Якутске зародилось в апреле этого года. Изначально их деятельность несла сугубо просветительскую задачу. Однако позднее выяснилось, пропасть между населением и переработчиками вторсырья просто огромна. Вопрос уже созрел. Очень давно уже весь мир переходит на раздельный сбор. То есть у нас, скажем, на планете уже, можно сказать, нет мест, да, для мусорных полигонов. И люди, не только во всем мире, но и в городе Якутске созрели для раздельного сбора. Менее чем за год к рядам экоактивистов присоединились более 90 волонтеров. Благодаря им стало ясно – людям не все равно. С каждым мероприятием количество участников растет. Во время последней акции их собралось уже более 2500 человек. И это несмотря на 35-градусный мороз. Все, что люди сдали, это картон, пластик, да, они все у нас отправляются куда? В мусорные баки. А мы их собираем и отправляем на переработку. То есть у нас есть организации, которые отправляют в другие города, допустим, Хабаровск, да, Благовещенск на переработку. И в городе Якутске у нас тоже есть организации, которые занимаются переработкой. По словам специалистов, люди уже давно готовы перейти к сортировке отходов. Показательным примером стали установленные в 202-м микрорайоне баки для пластика. Со слов работников предприятия, опустошать их они приезжают почти каждый день, а содержимое уже практически не приходится сортировать. Предприятие занимается утилизацией, обезвреживанием отходов 1-4 класса. Это наш основной вид деятельности. И также мы занимаемся параллельно обработкой картона, пластика, ПЭТ-бутылок. У нашего предприятия есть возможности перерабатывать от 100 до 150 тонн. То есть, в принципе, это предприятие может весь картон города Якутска переработать. Но здесь необходимо, чтобы власть наша пошла навстречу. Сейчас в Якутске порядка 5 пунктов сбора различного вторсырья, в том числе и особо опасных отходов. Воспользоваться их услугами может каждый. Пока предприятия работают чуть ли не на голом энтузиазме и даже себе в убыток. Однако, как признаются руководители, это стало едва ли не долгом – оберегать родные края от экологической катастрофы. С Рогаланы Неустроева, Джилус Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск.